таких организаций их масса. Участники заседания говорят, ситуация в добровольной сертификации вышла из-под контроля. Схемы мошенничества на госзакупках похожи на обман телефонных аферистов, отмечают специалисты. Привлекательный контракт, настойчивый заказчик и потерянные деньги. Это был, скажем, обыкновенный очередной тендер. Один из тех, кто попался на такую удочку, Дмитрий Перепеченов. Об истории мужчины мы рассказывали еще летом. В разгар пандемии его компания сидела без заказов, как вдруг поступил звонок, предлагающий поучаствовать в крупном тендере. Прозвучала такая фраза с их стороны, мол, вот сейчас мы по поручению правительства, значит, занимаемся поддержкой малого предпринимательства, поэтому вынуждены организовывать тендер для малых именно предпринимателей. Вот, собственно, вас нашли якобы в реестре малого и среднего предпринимательства, поэтому к вам обращаемся. Вот это вызывает такое доверие. Далее мошенники действуют так. Получив согласие, заверяют, что выигрыш практически в кармане, и присылают список документов, которые необходимо подготовить. В этом перечне значится и сертификат регистра проверенных организаций. Если его нет, клиенту настоятельно рекомендуют оформить документ за определенную сумму. Цена, как правило, 50-70 тысяч рублей. Как только бумага оформлена, так называемые заказчики перестают выходить на связь. Привлечь к уголовной ответственности в данном случае крайне сложно, так же, как мы понимаем с вами, как я говорю, когда обманывают физических лиц, тоже по телефону, когда они добровольно сами перечисляют, совершают эти действия. Здесь тоже так же получается, да? Предприниматель попадается на эту уловку, он добровольно все эти действия делает. Регистр проверенных организаций отображает полные сведения о каждом юридическом лице, состоящем в нем. Их сертификат своего рода знак качества. Документ относительно новый, поэтому как он выглядит и зачем его используют, знают немногие предприниматели. Хотя все эти данные уже есть в свободном доступе на официальных источниках. И то, что просят мошенники, это Филькина грамота. Да, фактически это PDF-документ, который подписывается электронной подписью и отправляется всем по всей России, всем, кому нужно. То есть это, грубо говоря, зарабатывают на продаже воздуха. По словам специалистов, есть случаи, когда такой сертификат требует реальный заказчик по актуальному тендеру. В таком случае важно помнить, что требовать эти документы незаконно. Наша задача – довести до предпринимателей досконально, внимательно изучать все те коммерческие предложения, поступающие предложения, может быть, там, где предприниматель может позволить себе содержать службу безопасности, пропускать через них, потому что очень тонкая эта грань между законными действиями и мошенническими. Сейчас эксперты готовятся выйти с инициативой изменения законодательства в части регулирования порядка добровольной сертификации в Госдуму. А пока, чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют проверять наличие закупки на официальных источниках и связываться с реальным отделом закупок контрагента или сразу обращаться в правоохранительные органы. Рамиль Галиуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.